Раз, два, три. Проверка связи. Раз, раз. Раз, два. Добрый вечер, дорогие друзья. И вновь говорит и показывает Южно-Сахалинск. И мы с вами также находимся на стадионе «Спартак». И напоминаю, что сегодня 3 августа, суббота. Местное время 18:59. В Южно-Сахалинске сегодня дождь, температура воздуха 13 градусов. А накануне была сыграна игра между командами спортивная школа «Сахалин» и спортивная школа по футболу «Якутия» более младшей возрастной категории. И со счетом 3-1 победу одержали хозяева, команда спортивная школа «Сахалин». И вот команда уже на поле. Через несколько минут начнется игра. Перенесенная игра 8-го тура первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей до 18 лет между командами спортивная школа «Сахалин», город Южно-Сахалинск, и спортивная школа по футболу «Якутия», город Якутск. Сегодняшнюю встречу обслуживают судья в поле Воронин Матвей, город Хабаровск. Ему помогают Наумкин Олег и Пак Константин, город Южно-Сахалинск. И резервный судья Халафов Эльдар Ширин, также из города Хабаровска. Инспектирует матч Богумилов Владимир Алексеевич. Давайте теперь посмотрим за игрой. Игра уже началась. С мячом Сахалин. Направо. Свиридов отыгрывает через Голубева. Тот дальше на своего капитана. Поляки вернул обратно мяч и так далее. Правым флангом пытается начать атаку, но футболисты Якутии препятствуют этому. В итоге мяч оказался у Щепанского Артема, который переводит его налево. И вот передача вперед на Свиридова. Свиридов на правом флаге в центре поля. Зайцев с мячом. Дальше Долин переводит налево. Ну, пока контролирует мяч больше через своих защитников. Не дают футболисты команды Якутии развить атаку в глубину. И вот неточная передача. Мяч просто выносится вперед. Но в итоге мяч потерян. И опять с мячом футболисты Сахалина. Фоменко, Полякин. С первых минут уже смотрят, что высоко встречают гости команду Сахалин. В итоге аут с мячом Сахалин. Голубев вбрасывает на Зайцева. В итоге Зайцев не сохранил мяч. Борьба в центре поля за инициативу завладения мячом. Фоменко первый на мяче. Долин назад.
Вот и входит в центральную часть поля. Никита Долин переводит налево. Шрейдер с мячом. Попытка заброса по левому флангу, но передача блокирована. Аут вводят хозяева. Давайте пройдемся по составам. Наши гости. Команда спортивная школа по футболу Якутия. Футболки синие. Так, в воротах играет номер 16 Козырев Илья. Под 11 номером Александров Александр, 13 Бабюк Денис, 17 Гузаиров Оскар. Так, посмотрим. Мяч перевели на Савенкова, но тем не менее передача назад. И атака не получилась. Третий номер Кабанов Михаил, капитан команды. 7 Киселев Алексей. 5 Климов Иван. 18 Мирошниченко Даниил, 22 Радкевич Владислав, 2 Тренин Андрей и 21 Шульгин Глеб. Главный тренер команды Василий Ивочкин. Хозяева команда спортивная школа Сахалин. Футболки белые. В воротах играет под номером 1 Щепанский Артем. 3 Голубев Эльмир, 10 Долин Никита, 9 Зайцев Илья, 20 Ким Олег, 5 Кириенко Алексей, 4 Полякин Егор, капитан команды, 27 Савенков Тимофей, 8 Свиридов Дмитрий, 65 Фоменко Владислав и 6 Шрейдер Герман, главный тренер команды Виталий Руссу. Аут показывает судья. Должны ввести хозяева поля команды спортивной школы Сахалина. Ну, сыграно уже почти 5 минут первого тайма. И, собственно, гости команда спортивной школы по футболу активно действует в этих первых минутах, накрывая на своей половине хозяев. Аут на Свиридова. И вот длинная передача вперед на Кириенко. В итоге Свиридов поборолся. Долин с мячом. На Зайцева. Зайцев дальше. На Долина по правому флангу. Но слишком сильно. И мяч покинул поле. От ворот ведут гости. В последнем туре команда Сахалин принимала Динамо из Приморского края. И со счетом 3-1 победу одержали хозяева. Также спортивная школа по футболу Якутия перед этой игрой принимала дома команду Океан из Находки. И со счетом 1-0 также одержала победу. Савенков налево Свиридову. Свиридов подача в штрафную, но первый защитник на мяче. Зайцев в итоге подбирает мяч. Не решается обыграть и сбрасывает назад Голубев. Голубев подача в штрафную. Через себя Кириенко пытался ударить, но сложный мяч. И в итоге мяч над перекладин, довольно-таки на внушительной высоте, покидает поле. Быстро разыграли гости. Длинная передача вперед на Радкевича Владислава, но в итоге Зайцев пытается начать атаку. И вот он на углу штрафной. Прострел. Немножко Никита Долин не успел. И вот удар по воротам. Но не точно. Бил по воротам Свиридов Дмитрий. И теперь уже Сахалин пытается активно прессинговать своими нападающими и заставили ошибиться гостей. Тут же вступает в отбор на подступах штрафной. Передача вперед и в итоге не точно. Аут будут вводить игроки команды Сахалин.
Голубев с мячом. Зайцев на Свиридова. Борьба за мяч. И в итоге мяч покинул поле. И напоминаю, что погода сегодня целый день в Южно-Сахалинске идет дождь. Также присутствуют порывы ветра. Поле в отличном качестве, но тем не менее дождь внес свои коррективы. Но надеюсь, что это не помешает нам увидеть красивый, содержательный футбол со стороны обеих команд. Длинный заброс вперед на Кириенко. Защитники. Нет. Судья матча показывает, что от Алексея Кириенко мяч покинул поле, поэтому аут будут вводить футболисты Якутии. Щепанский забрасывает мяч вперед. Так, аут. Упустил мяч Киселев Алексей. Вот Герман Шрейдер забрасывает мяч на Кириенко. Тут борется Ким Олег с мячом. Делает передачу на Свиридова. Свиридов играет обратно с Кимом, но не точно. Потерян, но Доли не дал развить атаку якутянам. И в итоге Радкевич Владислав пошли взаимные ошибки. Ну вот, пытаются игроки спортивной школы взять мяч под контроль. Вот перевод на левый фланг на Савенкова, но слишком рано. Он решил сыграть нестандартно пяточкой, но тем не менее Климов Иван. Неточная передача, Шрейдер перехват. Но мяч покинул бровку поля, аут будут вводить футболисты спортивной школы по футболу Якутия. Аут будут вводить футболисты белой формы. Но по турнирному положению давайте мы посмотрим таблицу. Наши гости, команда спортивной школы по футболу Якутия, на данный момент находится на 9-й строчке таблицы. После 11 игр она набрала 8 очков. И разница мячей 14 забитых, 26 пропущено. Команда спортивной школы Сахалин занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, но провела на одну игру меньше, 10 игр, набрала 25 очков. И разница забитых и пропущенных: 21 мяч забили, 6 пропустили. От ворот быстро разыграли хозяева. Капитан команды начинает атаку. Заброс на левый фланг на Савенкова. Смотрим, но защитник первый на мяче. Подбор за сахалинцами. Стеночка, ну, немножко не точно, но тем не менее мяч сохранен, и аут будут вводить хозяева. Итак, Герман Шрейдер с мячом. Как мы знаем, он очень таки прилично забрасывает мяч в штрафную. Дальше сброс головой, но защитники выносят мяч и с нарушением правил со стороны хозяев штрафной пробьют игроки Якутии. У мяча Козырев Илья.
Ким сбрасывает на Полякина. Полякин смотрит положение, нашел как длинный перевод на правый фланг на Зайцева и Илью. В итоге мяч сохранен. Аут выбрасывает Свиридов немножко. Далековато упустил мяч, но тем не менее повторный аут. И мяч Кириенко. Кириенко на Зайцева. Удар блокирован. И очередной аут будут вводить игроки команды Сахалин. Попытка прострела вдоль ворот, но защитники перехватили. И вот Свиридов на Савенкова. Удар по воротам. И кто первый на мяче? И здесь, да, Долин бил по воротам. И все игроки, кто был в атаке команды Сахалин, сигнализируют арбитру, что мяч попал в руку. Но судья встречи Воронин Матвей жестами показывает, что все было в пределах правил, и игра продолжается. И вот опять после аута борьба игроков и той, и другой команды. Много потерь. Ну, собственно, да, дождь, ветер, поле скользкое. Смотрим, Кириенко не дает ввести мяч левому защитнику Якутии. В итоге, да, заставили ошибиться длинной передачи Свиридов на Кириенко. Кириенко направо Зайцеву. Вот атака правым флангом. Илья входит по правой. Бровки подача, но там нет, не успевал уже на мяч Кириенко. Ким назад Шрейдеру. Шрейдер играет с Долином. Тут вернул ему мяч обратно. Попытался Герман сделать передачу на Кириенко, но мяч потерян. И в итоге длинная передача вперед гостей привела к тому, что с мячом Щепанский, который играет с Фоменко. И Фоменко далее на Кима. Получает обратно передачу от нее. Но в итоге продвижения вперед нет. И мяч Полякин переводит на Голубева. Тот обратно. Пытаются игроки Сахалина вытянуть на себя защитные порядки, вытянуть на себя атаку игроков из города Якутска. И вот подключение по флангу Шрейдера. Доставка в штрафную. Нет, немножко не понял, вернее не рассчитал траекторию против Кириенко. И вот дальний удар по воротам. Нерасчетливо немножко сыграл, неудобно для себя выбил мяч. Защитник команды спортивной школы по футболу Якутия. Тем не менее, атака продолжается. Долин направо Зайцеву. Зайцев заходит в штрафную. Передача на второй темп. И Савенков бьет поворотом, но попадает в защитника. И в итоге от ворот ведет мяч вратарь команды Якутии Козырев Илья. Длинный заброс вперед. Фоменко первый на мяче. И опять пошла борьба за подбор мяча. Серия неточных передач. В итоге Шрейдер нашел в центре. Долин, но здесь защитник. Здесь у нас Александров
Александр не дал ему пройти вперед. Кириенко неуклюже принял мяч. В итоге мяч потерян. И с мячом игроки в синей форме. Сохранил Полякин в борьбе за мяч атаку своей команды. И вот ввел из-за бровки Фоменко на Савенкова. Дальше у нас Ким Олег проходит, но сзади его цепляют за ногу, и остановка игры, нарушение правил. Шульгин Глеб пытался отобрать мяч, но в итоге зацепил за ногу. Быстро разыграли хозяева. Долин смотрит вперед, заброс на Савенкова, но газон мокрый, мяч скользнув, покидает линию ворот. И вновь с мячом Козырев Илья. Быстрый розыгрыш. Мяч на левой бровке. Потеряли мяч футболисты из Якутска. И вот подача в штрафную на Кириенко, но мяч не доходит, и защитники выбивают мяч в аут. Полякин переводит налево Шрейдеру. Долин с мячом. Фоменко. Ну, здесь немножко не поняли друг друга Фоменко и Зайцев. В итоге мяч потерян. С мячом футболисты из Якутска. От ворот. Розыгрыш. Зайцев на Свиридова. Свиридов обыграл одного, пробил поворотом, но вратарь на месте. Да, вот сейчас Козырев Илья продемонстрировал все свои лучшие качества, как стража ворот. Вот, пожалуйста, сыграно 20 минут. 20 минут, да, вот более-менее такая опасная была атака для того, чтобы завершить. Кириенко с мячом. Не дают ему спокойно его Долин на левый фланг Савенкову. Борьба. Савенков в итоге оказался с мячом. Назад своему защитнику. Тот направо. Голубев ищет продолжение. Через Свиридова. Свиридов назад на Фоменко. Фоменко дальше налево. Шрейдеру. Полякин с мячом. Не видят они продолжения вперед для атаки, поэтому много передач через линию обороны. Даже Свиридов опустился далеко назад. Игрок атаки Сахалина. Вот он переводит направо. Постепенно хозяева заходят на половину поля гостей. Эффектно хотел сыграть сейчас Свиридов. Аут с мячом Зайцев на Кириенко. Кириенко пробегает мимо мяча. Аут будут вбрасывать футболисты спортивной школы по футболу Якутия. Нарушение правил зафиксировал судья встречи.
У мяча Свиридов, подача в штрафную, и в итоге Гузаиров Оскар вынужден отправить мяч за линию ворот угловой. Будут подавать хозяева. Я напоминаю, что в этой возрастной категории время тайма по 45 минут. Два тайма по 45 минут. Подача в штрафную. Фоменко первый на мяче, но пробивает не точно. Мяч в створ ворот не летит, поэтому от ворот. Козырев Илья установил мяч в площади ворот и призывает своих партнеров побороться за верховой мяч. Итак, пошла борьба за владение мячом. И нарушение правил со стороны хозяев. Простите, со стороны гостей. Хозяева с мячом. Команда «Спортивная школа Сахалин» опять начинает на своей половине поля позиционную атаку. Полякин пошел вперед. Направо на Голубева, но здесь вот на месте видно, что на стороне, что порывы ветра немножко увеличиваются. Ветер сейчас дует в сторону команды в белой форме, а это спортивная школа Сахалин. Так что гости сейчас играют по ветру. Ну, аут гостей ни к чему не привел. Мяча Егор Полякин. На Зайцева, но не точно. Мяч потерян. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня у команд в резерве, потому что условия для ведения игры довольно-таки сложноваты. Еще раз напоминаю, что дождь с ветром, с порывами, приличными порывами ветра. Команда «Спортивная школа по футболу». Давайте посмотрим за атакой. Свиридов на правом фланге, но в итоге теряет мяч. Судья останавливает встречу, фиксируя нарушение правил. Здесь футболисты спортивной школы Сахалин просят судью отодвинуть стенку на положенное расстояние. Свиридов долину мяча. Смотрим. Розыгрыш. И Савинков опять. Второй удар по воротам. И второй удар блокирован. И вот Мирошниченко подобрал мяч, перехватил, но в итоге потерян. Здесь Полякин оказался в центре поля. Передача на Зайцева направо. Тот штрафной, но там всего лишь один Кириенко. Савинков вторым темпом успевает подобрать мяч. Доставляет ему назад защитнику. Шрейдер. Подача на дальнюю штангу. Опять опаздывают. Там немножко Зайцев Илья не успел. И первым на мяче был защитник. В итоге аут. Аут будут вводить игроки команды Сахалин. — Зайцев с мячом на Свиридова. — 2 минуты 30 секунд. 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 — 2
Долин, Свиридов. Долин. Подача в штрафную. Там в окружении четверых Кириенко. Не сумел дотянуться до мяча. И здесь, да, условия, погода внесла свои коррективы в прием мяча игрока команды Сахалин. И аут вводят гости. Неточная передача. Фоменко головой посылает вперед на Кириенко. И тут Свиридов подхватывает мяч. Навязывается борьба. В итоге Савенков первый подобрал мяч и тут же потерял. Заброс вперед на Радкевича Владислава. Но в итоге он один. И мяч спокойно через вратаря переводится направо. И опять не спеша оборона Сахалина начинает перепасовку между собой. Ну вот на Савенкова. Ну, сложновато было принять такой мяч. Но Тимофей в итоге борется. Олег Ким сделал неточную передачу на Долина. И вот заброс опять у нас вперед. Мяч выбивается. И Савенков на Свиридова. Свиридов забрасывает вперед на Савенкова. Опять борьба. И пас назад. И опять на своей половине поля спортивная школа Сахалин начинает свою атаку. Вытягивая игроков в синей форме. По центру набирает Долин. Делает передачу налево на Савенкова. Савенков подача в штрафную. Опять защитники первые на мяче. Вдвоем пытались накрыть игрока спортивной школы по футболу Якутию. И в итоге Киселев с мячом делает передачу на Радкевича. Но не точно. Очередную атаку начинают сахалинцы. Сыграно уже 30 минут первого тайма. Счет 0-0. И вот небрежность приводит к тому, что у нас Радкевич Владислав пытался завершить атаку. Но в итоге аут. Аут за Сахалином. Долин по левому флангу посмотрел, и что это? Да, хотел перевести на Илью Зайцева направо, но мяч сваливается и точно в руки Козыреву Илье. Тот налево своему партнеру. Опять заброс на Радкевича, но не точно. И по ветру мяч довольно-таки резво покидает линию ворот. От ворот быстро разыграли игроки Сахалина. Полякин между двух пропустил мяч и уже в центре поля диагональная передача на Савенкова. Но там все-таки доходит мяч до Савенкова, но помощник главного судьи Пак Константин зафиксировал положение вне игры. Очередной заброс вперед. Кималик играет головой. Серия забросов вперед со стороны игроков обеих команд. И вот в итоге мяч на Свиридова на правый фланг. Но первым на мяче оказался игрок в синей форме. И не получилось у него сделать передачу вперед. Аут.
Отмашка помощника судьи. И теперь уже мяч будут вводить игроки команды Якутия. Нет, отмашка была. Это было нарушение правил рядом с линией аута. И вот Кабанов делает длинный заброс вперед на того же неутомимого Радкевича. Так, вход по центру. Перевод направо на Киселева. Киселев левой, с левой удар заблокирован у него. И теперь уже Долин пытался начать атаку, но тут же потеря. Шульгин налево. Дальше пошла Бабичев, простите, Радкевич. Вот теперь уже игра проходит на половине поля хозяев. Фоменко на Долина. Долин на Савенкова. Савенков пробросил себе вперед на ход. Рядом Свиридов делает ему передачу. Ну, здесь уже на месте запутался Савенков с мячом. Но в итоге мяч оказался у Долина. Долин хотел мягко пробросить на ход Свиридову. Но защитники Якутии это разгадали. И все-таки подача не дотягивается. Не дотягивается до мяча нападающий Сахалина Кириенко. Но атака продолжается. Вновь мяч на левом фланге. И передача назад. Заброс вперед на Кириенко, но здесь Козырев Илья разгадал намерение и вышел первый. Первым был на мяче. И ищет предложение атаки. Итак, длинная высокая передача вперед. Там Голубев Эльмир, прикрывая мяч корпусом, контролирует ситуацию. В итоге аут. Зайцев сброс на Свиридова, но не точно. Все в пределах правил. Не отреагировал главный судья Воронин Матвей на падение игрока в синей форме, поэтому аут будут вводить игроки команды Сахалин. А сыграно уже 35 минут первого тайма. Напоминаю, что счет 0-0. Нарушили правила футболисты из Якутии. Итак, Свиридов по правому флангу, но упускает мяч за линию ворот. От ворот. Илья Козырев решил, что здесь розыгрыш неуместен и призывает опять-таки своих партнеров побороться за длинную передачу, которую он посылает вперед. Но Олег Кимпиры на мяче. Долин назад Шрейдеру. Опять Долин на Кириенко. Кириенко неточный сброс Свиридову. Перевод направо, но слабо. Мяч не доходит до партнера своей команды. Но тем не менее мяч остается у игроков Сахалина. Опять-таки защитник контролирует. Много сегодня для них передач. Все-таки, наверное, погода внесла свои коррективы. Савенков, ну не точно на ход Долину. И аут будут вводить гости.
Фоменко первый на мяче. Далее Кириенко сохранил мяч. Савинков. Назад через своего защитника. Опять передача в борьбу на Кириенко. И вот здесь мимо мяча машет защитник, но тем не менее Ким Олег не сумел воспользоваться оплошностью защитника. Мирошниченко пытался обыграть Полякина. И вот теперь же Фоменко разгоняет атаку через правый фланг. Не дали пройти Олегу Киму по правому флангу, но в итоге нарушение правил. И свободный удар в сторону ворот гостей. Свиридов подача. Нерасторопно как-то действовали игроки в белой форме штрафной. В итоге мяч выносится за пределы. Савинков под себя делал передачу на Долина. Но мяч оказался у игроков в синей форме. Вот попытка Мирошниченко, да, передача на Мирошниченко. Ну, не точно. Шрейдер с мячом. Аут. Долин на Кириенко. В итоге мяч опять выносится за бровку поля. Очередной аут со стороны хозяев. Шрейдер. Там кроме... Ну, тут непонятно, что хотел сделать Бабюк Денис животом, вынося мяч. Но все благополучно обошлось. И вот теперь по центру Радкевич пытался сделать передачу на Киселева. Мяч. В итоге Щепанский Артем попытался начать атаку через правый фланг. Свиридов на Полякина. Дальше Голубев. Ким. Ну, далеко отпускает мяч. И в итоге потери. И тут же вступил в борьбу. Не получилось у Мирошниченко. Но тем не менее он сохранил мяч. Продолжалась атака. Атака гостей. И вот судья встречи останавливает игру, говоря, что было нарушение правил со стороны игроков в белой форме. А сыграно уже 41 минута первого тайма. И штрафной пробьют гости. Да, здесь подача на дальнюю штангу, но скользкий мяч не сумел Щепанский Артем надежно сработать. И в итоге угловой подают игроки Якутии. У мяча Глеб Шульгин. Итак, подача. Мяч выносится. И первым на мяче оказались футболисты в белой форме. Подбор за удар по воротам. Блокирован. Попытка выноса подальше. Но в итоге Кириенко, да, успел вернуться и сыграть на подборе. Но не точно на Свиридова. Здесь блокировал передачу. И аут будут вводить гости. Повторный аут.
Борьба за мяч привела к тому, что команда Сахалин сохранила мяч, и Полякин Егор будет вбрасывать мяч. Итак, на Зайцева не точно, но тем не менее, повторный аут, и метров 15 уже продвинулись за счет аута. Футболисты Сахалина. Вперед Свиридов пытался обыграть игрока Якутии. И Александров на левом фланге развивал атаку. Перевод направо. Савенков первый на мяче. Кириенко не сумел зацепиться за мяч. И вот они пошли срезки. Пошла борьба в центре поля. Обоюдные потери. Наблюдаем, да, много борьбы, много потерь. И в итоге аут будут уводить хозяева. Подходит к концу время первого тайма. И напоминаю, что счет не открыт, 0-0. В итоге мяч от ноги Свиридова покидает поле, и аут вводят гости. Голубев первый на мяче, выбивает мяч за бровку поля. И аут теперь ведут сахалинцы. Итак, время первого тайма закончилось. Прозвучал свисток главного судьи матча Воронина Матвея на перерыв. Я напоминаю, что счет не открыт, 0-0.
Итак, дорогие друзья, команды на поле. Ждем свистка арбитра встречи. Воронина Матвей из Хабаровска. Начало второго тайма. Напоминаю, что счет после первого тайма не открыт. 0-0. Дождь в Южно-Сахалинске с порывами ветра. Как мы видим на картинке, что футболисты все находятся в движении. Температура воздуха перед началом матча была 13 градусов. И вот второй тайм начался. А в команде Якутия Тюмени, так, посмотрим атаку Сахалина на левом фланге. Подача, прострел вдоль ворот, но Киренко не успевает. Защитник отправляет мяч на угловой. Замену провел наставник команды спортивной школы по футболу Якутия Василий Ивечкин. И вместо тренера Андрея номер 2 на поле вышел игрок под номером 20 Жирков Александр. Видим, какие порывы ветра. Даже мяч сносит с точки места подачи. Итак, подача на ближнюю штангу. Кириенко попытался пробить поворотом, но это не дали ему сделать игроки команды Якутия. Зайцев на Долина. Нет, на Шрейдера, подключившегося на угловой. Завязалась борьба. Свиридов с мячом. Зайцев по правому флангу пытался обыграть. Но тем не менее на подборы Голубев. Подача на дальнюю штангу. Савенков немножко не успевает, пролетает. Повторная подача на Кириенко. И мяч выносится из штрафной. Долин с мячом отправляет Савенкова. Савенков опять подача в штрафную. Кириенко. Не смог Свиридов взять мяч под контроль. Но тут же Голубев, Зайцев со Свиридовым в стенку. Не получилось. Подача, не получился прострел. Но тем не менее мяч остается у Сахалина. Да, попытался сделать подачу в штрафную Илья Зайцев, но порывом ветра мяч пересек линию ворот. Разыграли якутяне. Длинная передача вперед. И с мячом Радкевич. Но Ким Олег не дал ему развить атаку. И тем более, что Владислав нарушил мяч. Полякин забрасывает на Савенкова. Савенков, прострел вдоль ворот, но первым у мяча Козырев Илья. Выносит мяч вратарь команды Якутии. И вот уже правым флангом мяч у Свиридова. Свиридов смещается поперек, удар по воротам. Штанга, но здесь и вратарь, конечно, коснулся мяча, не дал залететь мячу в ворота. Атака Сахалина продолжается. Удар по воротам, мимо. Ну вот уже второй раз Козырев Илья блеснул мастерством, что в первом тайме была убойная позиция у нападающих Сахалина, что здесь, коснувшись пальчиками, не дал мячу влететь в ворота. И штанга спасла створ ворот команды Якутия. Активно начали хозяева второй тайм. Что сыграно уже почти 5 минут второго тайма. И практически все эти 5 минут игра идет на половине поля команды из Якутии. И вот очередная доставка в штрафную. Сброс Зайцева
на Долина. Долин с мячом. На дальнюю. И удар, гол, да. Никита Долин сделал передачу на дальнюю штангу. И в итоге на 50-й минуте счет становится 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Да, вот эту активно провела пятиминутку команда Сахалин и в итоге добилась материального преимущества в забитом голе. Отличился в команде спортивной школы Сахалин нападающий Кириенко Алексей, который в падении один вколотил мяч в сетку головой, в падении вколотил мяч в сетку ворот команды Якутия. Продолжают настойчиво атаковать хозяева. И гости вынуждены всего лишь довольствоваться тем, что выбить мяч и попытаться начать атаку за счет ошибки, приема или так далее. Долин в центре поля, налево. Шрейдер назад, Фоменко, Полякин. Теперь уже ясно. 1-0 команда повела, и можно не торопливо начинать атаку. Вот длинная передача. Я напоминаю, что дождь с порывами ветра. И теперь уже команда Якутии играет против ветра, а хозяева по ветру. Поэтому любая нерасчетливая сильная передача будет покидать линию ворот. Мяч, скользнув по полю, набирает, наоборот, скорость, а не тормозится о газон. Робкая попытка начать атаку. Вот. Смотрим, что Радкевич, активный Радкевич с мячом. Здесь Алеким. Первый был на мяче. И в итоге Радкевич, Владислав Радкевич получает предупреждение. Штрафной пробьют хозяева. Разыграли мяч игроки Сахалина. И вот Зайцев, не получился у него прием мяча, но тут же вступает в отбор. Активно, да, активны в отборе сахалинцы. Придал гол уверенности игрокам команды в белой форме. Полякин на опережение пытается найти своего партнера в атаке Кириенко. В итоге Полякин с мячом переводит центр на Шрейдера. Шрейдер далее на Свиридова. Тот на Савенкова. Савенков подключает Шрейдера в атаку. Герман брал мяч под себя. Опять передача назад. И Свиридов доставка в штрафную. Кириенко не дотягивается до мяча. Да, высокий нападающий Алексей Кириенко. Сейчас не дотянулся до мяча от ворот. Длинная передача на Мирошниченко. В итоге мячом владеют сахалинцы. Полякин. Попытка заброса на Зайцева.
Здесь Голубев первый на мяче. Подключает Илью Зайцева по правому флангу. Тот смещается в середину и бьет из-за линии. Немножко не задев штрафную. Защитник подставляет голову и отправляет мяч на угловой. Никита Долин идет к угловому флажку. Розыгрыш. Доставка, но не точно. Мяч покидает поле. Даже здесь судья зафиксировал положение вне игры, по-моему. Потому что нарушений никаких там не было видно. Фоменко первый был на мяче. И в итоге да, скользкое поле. Мяч скользкий, прием, соответственно, уже не тот, как в сухую погоду. Смотрим. Зайцев не точно на Свиридова. Тут же Свиридов все равно вступает в борьбу. Голубев с мячом. На Долина. Срезки. Потери. И Долин, да, мыслил. Задумка была неплохая. Отправить вперед по левому флангу Савенкова. Но неточная передача, перехваты. Теперь уже Якутия пытается организовать атаку по центру. Передача блокирована. Повторная. Но тут уже Фоменко первый на мяче. Шрейдер не точно. Опять Фоменко. Голубев назад своему капитану. Долин. Голубев. Разворачивает игру Никита Долин. Находится в центре Свиридова. Свиридов по центру нашел на правом фланге Зайцева. Зайцев смотрит. Прострел вдоль ворот. Рикошет. И... Да, какой момент был у Свиридова, но не попал. Не ожидал, что после рикошета мяч. Дальний удар по воротам. И опять Козырев Илья великолепно играет. Очередной угловой подадут хозяева. Подача на дальнюю. Полякин Егор был первый на мяче и головой. Пробил поворотом, но не точно. Мяч рядом со штангой покинул пределы поля. Вратарь команды гостей выбивает мяч от ворот. Борьба за мяч в центре поля. И вот Свиридов не дал себе обыграть. Простите, это не Свиридов, это был Ким Олег. Удар по воротам, но высоко и не точно. А бил по воротам Никита Долин. Быстро разыграли гости. И опять пытались длинной передачей отправить в атаку Владислава Радкевича.
Голубев на Свиридова, но тут, прикрывая мяч корпусом, пропустил. Ну, защитники первые на мяче. Вот отбор с Сахалином, но тут же потеря. Заброс на активного Радкевича. В итоге Фоменко в падении вынужден выбивать мяч вперед подальше. Долин на Шрейдер, Шрейдер на Савенкова, Савенков назад. Фоменко включился по центру, подходит и удар по воротам, который блокирован защитником. И тут уже Якутия начинает свою атаку. Но поддержки нету, и Шульгин Глеб вынужден делать поперечную передачу. Но тем не менее мяч сохранен за гостями. Аут. Сыграно уже 15 минут второго тайма. Мы видим, что хозяева поля добавили в активности с первых минут. Ну, что, собственно, и привело к забитому голу на 5-й минуте второго тайма. Кириенко Алексей открыл счет в этой встрече. Серия ошибок. И вот Илья Зайцев, пробросив мяч на ход, попытался убежать от двух соперников, но этого сделать ему не дали. Голубев опять на Зайцева. Свиридов переводит мяч ближе к левому флангу. Вот уже Голубев подключился к атаке. Здесь он делает передачу на Долина. Долин пытается сделать прострел. Но не дают ему игроки синей в форме. Тут же Зайцев накрывает, блокирует передачу. Подбор у нас за Голубевым. Отдает Зайцеву. Зайцев на Свиридова. И вот решили уже найти свободные зоны игроки Сахалина. И не спеша через Полякина переводит мяч на левый фланг. Шрейдер на Свиридова. Свиридов немножко, да, не поняли они с Кириенко друг друга. Но мяч остается у Сахалина. Савенков опять пас назад. Шрейдер мягко хотел забросить передачу на Свиридова, но этот замысел был разгадан. И Якутия выбивает мяч на бровку. Аут. Ввели футболисты Сахалина. В итоге мяч у них, но ненадолго. Да, видно во втором тайме активность хозяев, что практически вся игра второго тайма проходит на половине поля гостей. Попытка была сохранить мяч, но в итоге мяч потерян футболистами из Якутии, и с мячом Сахалин. Диагональ направо, но здесь Гузаиров Оскар рассчитал все это, просчитал. Долин с мячом. Свиридов, Зайцев. И забегает Свиридов по правому флангу, делает пяткой передачу назад Зайцеву. Нестандартно хотел сыграть Дмитрий, но тем не менее не точно. И Якутия начинает атаку по центру. Передача направо. И Савенков Тимофей блокировал передачу вперед. Аут. Будут вводить гости. Ну вот одна из редких атак Якутии. Она на половине поля в одиночку решают футболисты в синей форме провести атаку, но это не приносит плоды. И теперь уже Сахалин. Илья Зайцев не дает ему пройти вперед, вынужден перемещаться поперек и назад.
Да, за счет передач между линией обороны пытаются вытянуть гостей команда спортивная школа Сахалин. Потому что слишком плотно создали оборонительные редуты гости всей команды на своей половине поля. И вот Полякин. Удар поворотом. Не точно, от ворот. Все правильно делал Егор Полякин в такую погоду, по ветру, дождь. Надо использовать любую возможность для удара поворотом, для дальних ударов. И вот ошибка. Кириенко. Немножко, да. И опять вовремя вышел Козырев Илья, подстраховал свою команду, свою линию обороны. Долин начинает атаку после паса Фоменко. Олег Ким с мячом. Дальше направо на Голубева. Голубев вернул ему. Опять перепасовка между собой. И здесь Эльмир в простой ситуации делают неточную передачу. Александров переводит направо, но не точно. Шрейдер. Также перехватив мяч. И вот на того же Радкевича следовала передача в разрез. Но защитники Сахалина разгадали намерение. И вот отправляет Зайцева и Илью. Подача, но на большой скорости. На мокром поле не получилось у Ильи. Хороший прострел вдоль ворот. Поэтому с мячом гости. Не поднял голову, не оценил ситуацию. Эльмир Голубев потерял мяч. Но также и потеряли мяч. И вот обоюдные, все взаимообоюдные потери. Радкевич. Диагональ направо. Нет, Шрейдер не дал себя обыграть. И теперь уже Кириенко отправляет по левому флангу. Но первый на мяче защитник команды Якутия. Аут. Не точно на Свиридова, но Фоменко на подборе. Первый. Долин Голубеву. И опять, которая передача то не точно, то в борьбу от Голубева или Мира. Ну, здесь все в пределах правил. Аут будут вводить гости. С мячом Гузаиров Оскар. Повторно ведут гости. Вбрасывал на Мирошниченко, но тому не дали принять мяч. И выбили за бровку поля. Гузаиров с мячом. На Шульгина. Шульгин потеря. И так Олег Ким направо подключает Зайцева, Илью. Илья как-то действуя нерасторопно не смог обыграть своего оппонента. В итоге мяч за бровкой аут ввели хозяева. Опять Долин на Свиридова. Свиридов на Долина. Долин прострел вдоль ворот. И мяч, не коснувшись никого, с отскоком от поля, покидает линию ворот. Тут же разыграл Козырев Илья со своим защитником. Длинная на того же Радкевича. Радкевич дальше у нас на Мирошниченко. Мирошниченко навязал борьбу, но Полякин Егор. Ну, здесь, да, задержка рукой. Штрафной пробьют хозяева. Тут же разыграл Полякин с Фоменко. Фоменко дальше на Шрейдера. И Шрейдер неточной передачи
Атака Радкевич. Да, не получилось у него принять мяч. И Щепанский начинает атаку своей команды. Фоменко двигается. Передает мяч на Долину, на Савенкова. Савенков назад на Шрейдера. Ну, видно, что уже гости вынуждены встречать повыше. Начинать отбор, так как проигрывают. Смысла нет прижиматься к своей штрафной. Поэтому ищет удачу на половине поля соперника. Долин. Не точно. Мяч в игре. И Фоменко длинной передачи просто выбивает мяч вперед. С мячом Якутия. Подача в штрафную. На того же Радкевича. Но по ростовым показателям, конечно, Владислав уступает защитникам команды Сахалин. И вот мяч на левом фланге. На Свиридова. Свиридов далее. Савенкова. Савенков прострел. Первый на мяче защитники. Подбор за Сахалином. Голубев. Долин играет. Пытался сыграть с Голубевым, но мяч потерян. И в атаке Якутия. Но поддержки здесь нет. Шульгин в итоге вынужден сделать передачу назад. Вот редкая передача назад Щепанскому Артему, вратарю команды Сахалин. Полякин. Полякин на Кириенко, но не расчетливо. Тот делал передачу на своего партнера Илью Зайцева. В итоге мяч потерян, аут. Так, Мирошниченко с мячом. Обходит одного. Но в итоге Ким Олег успел мяч вытянуть его из-под ног. Но сохранить мяч хозяева не сумели, а вот будут вбрасывать игроки команды «Спортивная школа по футболу Якутия». Направо передача по... Ну, здесь Фоменко. Фоменко не дал Киселеву Алексею обыграть себя. И атаку начинает Сахалин. Ряд коротких передач. И вот Фоменко уже включает. Смещается в центр. Передача на Зайцева. Зайцев удар поворотом. Илья Козырев на месте. Угловой подадут футболисты Сахалина. Никита Долин у мяча. Подача. И здесь на выходе великолепно сыграл Козырев. Свиридов все-таки доставил мяч до Долина. Долин доставка опять, но мяч выносится за пределы штрафной. Первые на мяче на подборе игроки в белой форме. Очередной вынос из штрафной. Очередной борьба. И Свиридов немножко, да, чуть-чуть у него не хватило времени для того, чтобы нанести удар. Далеко отпустил мяч. Долин продолжает атаку. Мягкий, непонятно, и то ли удар, скорее всего, да. Хотел обводящим ударом с левой ноги. Но мяч скользкий, ветер. В итоге быстро ввели хозяева мяч от ворот и начинает атаку по центру. Сохраняет, переводит мяч налево. Мирошниченко смещается в середину. Делает досадку в середину на того же активного Радкевича. Но Полякин
Полякин все сделал правильно. Снял всю остроту, просто вывев мяч. Забровку аут вели гости. И в итоге потеряли. Теперь с мячом Сахалин. Я напоминаю, что уже сыграно 30 минут второго тайма. Счет по-прежнему 1-0 в пользу команды спортивной школы Сахалин. Я напоминаю, что на 50-й минуте отличился игрок команды Сахалин Кириенко Алексей, номер 5. А в команде Якутия в команде Якутия замена. Вместо покинувшего поле Шульгина Глеба номер 21 на поле вышел игрок под номером 23 Коженкин Дюрустан. Итак, две замены уже провел наставник команды спортивной школы по футболу Якутия Василий Ивочкин. А вот наставник команды спортивной школы Сахалин Виталий Русу замены пока не производил. А вот вводят гости. Длинная передача вперед на Радкевича. Там Егор Полякин не дал Владиславу обыграть себя. Аут вводят гости. Свиридов ведет борьбу. В итоге теряет мяч. Взаимности тоже. Итак, Долин получает мяч в центре поля. Видит Зайцева на правом фланге. Под себя одна Долина, но здесь двух защитников Никита теряет мяч. И Якутия пытается начинать атаку левым флангом, но тут Свиридов тут же накрывает, не дает игроку с Якутии сделать передачу на своих нападающих. Здесь Мирошниченко опасно играет против Голубева. Поэтому штрафной пробьют игроки в белой форме. И тут же, да, за это нарушение Мирошниченко Даниил получает желтую карточку. Итак, Егор Полякин доставляет мяч в штрафную, но первый на мяче, конечно, Козырев Илья, который принял решение просто выбить его. Аут вводит хозяева. Подача в штрафную, но там кроме защитников никого нет. Но тем не менее на подборе Илья Зайцев, сброс на Свиридова. Не получилось. Мяч выносится из штрафной, но первый на мяче Фоменко. Удар поворотом. Хороший удар. Буквально там в нескольких сантиметрах над перекладиной пролетает мяч. Но Козырев Илья реагировал на этот мяч. Все он видел, и вот теперь от ворот. Опять мяч вверху.
Свиридов расторопнее оказался, первый на мяче. Но здесь его накрыли. Опять на подборе. Хозяева. Олег Ким делает передачу на Савенкова. Савенков обратно. И перевод ближе к правой бровке. Но здесь не получается развить атаку вперед. И через Щепанского мяч доставляется Фоменко. Далее Свиридов, Полякин. Диагональ. Дошла до Савенкова. Диагональная передача налево. Вот Савенков. Подключает Шрейдера. Доставка в штрафную. Опять защитники первые. Не получилось головой сбросить Долина на Свиридова. Опять мяч у Савенкова. Итак, подключать, ну, защитники уже в падении, в подкате отбирают мяч. Здесь устоял на ногах Радкевич. Но мяч потерян. Мяч на левом фланге. С мячом Сахалин. И вот передача в центр. Свиридов. В итоге перевод направо. А времени остается уже чуть меньше 10 минут до окончания игры. Счет, напоминаю, 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Аут. Вводят хозяева. Ну, слишком мелко затеяли перепасовку игроки в белой форме. В итоге мяч потеряли, и даже с нарушением правил, и поэтому штрафной пробьют гости. Доставка вперед. Опять передача вперед на Киселева, но тот нерасторопно принимал мяч. В итоге мяч уносится вперед на Кириенко. Кириенко по левому флангу навязывает борьбу защитнику. В итоге, оказывается, с мячом делает направо Зайцеву. Зайцев выходит под углом. Удар поворотом. Что можно сказать? Браво, Илья Козырев. Угловой. Который раз уже спасает вратарь команды Якутия от неминуемого гола. Который уже по счету угловой подают игроки команды Сахалин. Так, смотрим, подача. И опять вратарь первый снимает мяч с головы Кириенко. Подбор за Сахалином. Ким. Налево. Опять мяч выносится из штрафной за бровку поля. Аут. Аут вводят хозяева. Теперь уже гости ведут мяч. Зайцев на Кириенко, но не точно.
И опять завязалась борьба. Серия ошибок. Серия потерь. В итоге Олег Ким делает передачу на Савенкова. Тот дальше подключает. Но нерасчетливо делает передачу вперед. И мяч покидает поле. От ворот ведет Козырев. Илья тут же быстро разыгрывается своими защитниками. Мирошниченко. Но в итоге мяч потерян. Долин направляет вперед Свиридов. Свиридов штрафной. Прострел. Передача под удар Долину. Но его тут же накрывают. Зайцев. Первый на подборе. Бьет. Удар поворотом. Гол. Да. Казалось бы. Это был удар поворотом. Но у мяча оказался. Так, смотрим, значит, мы на 86-й минуте. Счет становится 2-0. 86-я минута. Итак, я уже говорю, что был удар поворотом, но на пути мяча, который был послан в ворота низом, в створ ворот оказался Никита Долин и принял мяч, тяжелый мяч такой силы, был послан в ворота, но тем не менее он с ним разобрался, принял с разворота, удваивает преимущество своей команды. Итак, на 86-й минуте забил мяч в ворота команды Якутия Никита Долин, номер 10. Счет 2-0 в пользу команды Спортивная школа Сахалин. Фоменко вперед на Кириенко. Кириенко под углом принял решение пробить поворотом. Но, собственно, почему бы и нет. Почему бы и нет. Поддержки не было. Можно попытать счастье и таким образом. В итоге Свиридов направо на Зайцеву. Зайцев успевает. Долин с мячом. Ким. Далее Шрейдер. И в итоге мяч отправляется назад центральному защитнику, капитану команды Полякину. На подборе Свиридов. Пытался в разрез сделать передачу на Зайцева. Но защитники не дали это сделать. Фоменко. Пропуск мяча Савенковым. И в итоге Кириенко получает мяч. Доставка на дальнюю штангу. Попытка сделать передачу под себя не получилась. И Якутия, казалось бы, находилась с мячом, но потеряла. И тут же игроки Сахалина расстались с мячом. И здесь Александров тоже пытался начать атаку индивидуальным образом. Но вот нестандартное действие. Пас пяткой партнеру на ход. Но помощник судьи поднимает флажок. Нарушение правил. Илья Зайцев получает предупреждение. Желтая карточка. Тем не менее, в команде Спортивная школа Сахалин замена. И вместо автора первого гола в составе команды Спортивной школы Сахалин Кириенко Алексей на поле выходит игрок под номером 7
Друсалевич Тимур. А тем не менее основное время заканчивается. Посмотрим, сколько добавит минут рефери матча Воронин Матвей. Напоминаю, что счет 2-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Мирошниченко с Гузаировым, здесь Оскаром затеяли пинг-понг. Подключился Коженкин Дюлюстан, но в итоге Салеев Тимур пытался развить атаку. Свиридов на Зайцева. Зайцева накрывают. Первый на подборе Голубев. Попытка передачи на Долина. В итоге аут. А к основному времени матча главный судья этой встречи добавил 1 минуту, что, собственно, уже которая и истекает. Сейчас мяч у команды в синих футболках. Нарушение правил со стороны игроков команды «Спортивная школа Сахалин». Неточная передача. И вот рефери матча свистит, дает сигнал об окончании встречи между командами «Спортивная школа Сахалин» и «Спортивная школа по футболу Якутия», которая закончилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. А я напоминаю, что очередная игра команды «Спортивная школа Сахалин» состоится во Владивостоке 6 августа, где наша команда будет встречаться с командой «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва», город Владивосток. Всем спасибо и до скорых встреч.